Ассаламу алейкум. Друзья, витаю вас. Так, друзья, приветствую всех. Сегодня 2 марта 2026 года, 18 часов 30 минут по Берлину, 20 часов 30 минут по городу Джохар. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Стрим у нас идет, как обычно, на YouTube-канале Reality YouTube и на платформе TikTok на канале Аслан Арцуев. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок. Власть в Иране рассыпается. Кто захватит ядерную кнопку?» И «Свободу Ичкерии». Вторая тема. Об этом и многом другом мы давайте поговорим, но напоминаю всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны. Будьте осторожны. У нас в чате есть вопрос для наших зрителей. Каков сценарий развития ситуации в Иране? Быстрое падение режима, первый вариант. Второй вариант – затяжная борьба элит и силовиков. И третий вариант – система устоит и перегруппируется. Это третий вариант. Пока ответили только 2 человека, и они утверждают быстрое падение режима. В принципе, я бы тоже хотел бы, чтобы именно так все и произошло. Сейчас я твой. Когда вы пишете на латинице, этот ТикТок скрывает почему-то этот комментарий. И мне приходится его разрешать. Правда, не всегда. Ну так, друзья, такая вот ситуация. Сейчас я вам расскажу детали происходящего. Детали происходящего. Так. Друзья, на эту секунду Иран в огне. Верховного лидера Аятоллу убили, Хаменеи. Страна под постоянными бомбежками, но Тегеран отвечает ракетами по всему региону. Это не маленький конфликт, это война, которая уже убила сотни и может перевернуть весь Ближний Восток. Даю вам только факты, без ура-патриотизма ни с одной стороны. Итак, ситуация на 2 марта на данный момент. По данным New York Times, CNBC, ESW, Reuters, Аль Джазира и других источников. Честный всесторонний анализ. Иран находится в активной войне с США и Израилем. 28 февраля 2026 года в субботу США и Израиль начали совместную воздушную кампанию. Цели, заявленные Трампом и Нетаньяху: уничтожить ядерную и ракетную программу Ирана, разгромить командование ВВС и ПВО, ослабить режим до такой степени, чтобы иранский народ мог его свергнуть. Трамп прямо говорит, это последний шанс иранцев за поколение взять власть. Уничтожить флот, ракетные склады и инфраструктуру поддержки оси сопротивления. Хезболла, хуситы, иракская милиция и так далее. К 2 марта более 2500 ударов по Ирану. Ракет, то есть. То есть удары наносятся по 1200 где-то ежедневно. Если в таком темпе, как заявляет Дональд Трамп, они продержатся еще 5-7 недель, это невероятное количество просто снарядов должно быть выпущено, то это очень приведет к большим разрушениям. Достигнуто полное господство в воздухе над Тегераном. Иранские ПВО практически подавлены. Удары идут ежечасно. Тегеран, Исфахан, Тебриз,
военные базы, ядерные объекты, командные центры, даже внутренние силы безопасности, Басидж и полиция, которые подавляли протесты. Хаминеи убит, власть в руках Временного совета. Аятолла Али Хаминеи, верховный лидер с 1989 года, убит 28 февраля в ходе удара по его офису в Тегеране. Подтверждено иранским ГОС-ТВ 1 марта. Вместе с ним убиты бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, несколько высших генералов КСИР и разведки, члены семьи Хаминеи. С 1 марта власть у Временного совета, лидеров 3 человека. Президент Масуд Пасешкиан, реформист, но под контролем. Глава судебной власти Голам Хосейн Мохсени Эджеи, жесткий консерватор. Аятолла Али Реза Арафи, ближайший соратник Хаминеи по религиозной линии. Совет будет править, пока ассамблея экспертов не выберет нового верховного лидера. Али Лариджани, секретарь Совета национальной безопасности, и Махмуд Багер Галибаф публично заявляют: мы готовы к долгой войне, никаких переговоров с США. Внутри страны полный блэкаут интернета, только 1% связи существует. Блокпосты в Тегеране, призывы к жителям покинуть столицу. Режим проводит траурные митинги, но есть и скрытая радость среди части населения из-за предыдущих репрессий. Иранский ответ. С 28 февраля, то есть сразу же, Иран запустил сотни баллистических ракет и дронов по Израилю, 11 человек погибших, в том числе в Беэр-Шеве, базам США в Персидском заливе, Бахрейн, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, энергетическим объектам, пожар на нефтеперерабатывающем заводе Рас Танура, Саудовская Аравия, остановка ЛНГ в Катаре, удары по портам Джебель-Али, Дубай, аэропортам. Хизбалла официально вступила в войну 2 марта. Ракеты по северу Израиля. Израиль наносит массированные удары по южным пригородам Бейрута и югу Ливана. 31 погибший в Ливане. Иран использует все меньше ракет по Израилю. 4 залпа 1 марта против 20 28 марта. Признак, что удары США Израиля по складам и командованию работает. Видимо, уничтожаются очень точно, и иранцы уже не имеют таких возможностей развертывать и наносить удары. Потери Ирана. Минимум 555 погибших. Данные Красного полумесяца Ирана, включая гражданских и школьников. Были удары по жилым кварталам и школе. Иран заявляет о сотнях убитых военных. Был удар нанесен по школе, где погибло, по некоторым данным, там, с учителями вместе, там и ранено более 100 человек. Говорят, 40 девочек погибло. Школа, видимо, там учились девочки. Но, знаете, это очень похоже на провокацию, которая была совершена. Конечно, не исключается то, что был удар нанесен ошибочно. Также этот удар могли специально сделать так, чтобы, как помните, в секторе Газа, как только начинались события, якобы из больницы они сами выпустили ракету, она упала на парковку, и там произошел пожар, и очень много людей погибло. Тогда тоже была такая же провокация. Потом выяснилось, что это стреляли не израильтяне, а сами вот эти хамасовцы. Поэтому здесь тоже такая может быть ситуация, но не исключаем, что, конечно же, и случайно было со стороны Израиля или США нанесен этот удар. Экономика и жизнь обычных иранцев. Она и так была катастрофической до войны. До войны январь-февраль 2026 году инфляция 40-60%, продукты плюс 70-100% в год, за год. Реал обвалился до исторического минимума. Массовые протесты в декабре 25 января 26 из-за санкций Трампа 2.0 экономического коллапса. Подавлены тысячи убитых, оценки от 7 тысяч по некоторым источникам.
Сейчас война добавила пролив Ормуз, 70% трафика остановлено, более 77 миллионов баррелей нефти застряли на танкерах, цена на нефти Brent подорожала на 8-10%. Около 79-82 долларов за баррель на момент последних торгов. Газ в Европе плюс 50%, дизель плюс 20%. Аэропорты ОАЭ, Катар, Бахрейн частично закрыты, тысячи рейсов отменены. Иранцы уже жили бедно, теперь будет еще хуже. Многие ждут либо краха режима, либо тотальной войны. Международная реакция. США, Израиль. Мы побеждаем, большой волны ударов еще не было. Трамп не исключает наземную операцию. Гольф-страны осуждают иранские удары по своим территориям, но боятся эскалации. Россия и Китай осуждают удары, но реальной помощи Ирану не оказывают. Пока, по крайней мере. ООН. Генсек Гутерриш требует немедленного прекращения огня. Ну, как обычно, дежурный Гутерриш вылез. Европа осуждает эскалацию, но Британия разрешила использовать свои базы для обороны. Германия. Фридрих Мерц также заявил, что Германия, скорее всего, примет участие в поддержке Израиля и Соединенных Штатов в войне против Ирана. Что дальше? Режим сильно ослаблен, разрушены командные цепочки, но пока держится за счет репрессивного аппарата. Если удары продолжатся 4-5 недель, как говорит об этом Трамп, вероятен коллапс или гражданская война внутри Ирана. Риск вовлечения Ирака, милиции, Йемена, хуситов, полная блокада Ормуза, мировой экономический кризис. Ядерные программы. Основные объекты не сильно пострадали. Иран утверждает обратное, Натанза якобы пострадал. И я хотел бы вам сказать сценарии, которые возможны по развитию в процентном соотношении, как это может развиваться. Сценарий 1. Быстрый коллапс режима. Вероятность 20-30%, самый оптимистичный для нас всех. Удары продолжаются 2-4 недели. Трамп уже говорил 4-5 недель минимум. Полное подавление ПВО, командования и ракетных складов. Уже 2500, более 2500 ударов нанесено. Ксир и Басидж теряют связь. Сейчас координация независимых подразделений. Признак, что они теряют эту связь. Внутри Ирана вспыхивают массовые протесты. Интернет частично вернут специально для этого, как говорят в Пентагоне. Временный совет Пезешкиан плюс Мохсиан Эджен и плюс Арафи не удержат власть. Трамп объявляет: иранцы — это ваш шанс взять страну. Конец. Новый лидер, возможно, из реформистов или венесуэльский сценарий. Трамп прямо сравнивал с Мадуро ситуацию в Иране. Ядерная программа уничтожена, заморожена на годы, ось сопротивления рушится. Риски. Вакуум власти, хаос, беженцы, миллионы в Турцию, Ирак. Радикальные фракции захватывают остатки оружия. Цена на нефть. Скачок до 100-120 долларов на неделю. Может, временно. Говорят, временно. Посмотрим. Масштаб внутренних протестов увеличивается. Сценарий 2. Затяжная деградация без коллапса. Самый вероятный. Затяжная деградация без коллапса. Самый вероятный. 40-50%. Это то, что нужно России. Это то, что не нужно нам, чеченцам, которые находятся в этой зоне. Что происходит? Кампания длится 6-12 недель. Иран теряет 70-80% баллистических ракет и ПВО. Уже сейчас залпы уменьшились в разы. Но сохраняет асимметричный ответ. Дроны, прокси, Хезболла, хуситы, иракские милиции. Временный совет консолидируется вокруг жесткой линии.
Лариджани говорит «долгая война». США и Израиль не идут на уступки. Трамп не исключает, но Пентагон говорит «gritty work». Иран выходит ослабленным, но режим выживает. Ядерка отложена на 5-10 лет. Перемирие через ООН или Оман, Катар. Победа объявляется обеими сторонами. Нефть риски. Нефть 80-100 долларов. Газ в Европе плюс 30-50%. Тысячи погибших. Регион в напряжении месяцами. Институт изучения войны отмечает, что иранская координация уже рушится, но репрессивный аппарат, Басидж, полиция пока держит Тегеран. Сценарий третий. Полная региональная война с закрытием Ормуза 20-30%. Такой сценарий вероятен. Это самый опасный для мира, получается. Хизбалла полностью входит уже в первые ракеты по Израилю. Израиль бьет по Бейруту. Хуситы плюс иракская милиция атакуют танкеры. Иран пытается заминировать, закрыть Ормуз, 20-30% мировой нефти. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар вынуждены ответить. Уже осуждают иранские удары по своим портам и аэропортам. Война длится 2-6 месяцев. Возможно наземное вмешательство США в Ираке, Сирии. Глобальный энергетический кризис. Нефть более 150 долларов. Рецессия в мире. Вовлечение Китая защищает свои нефтяные интересы. Россия поставляет больше оружия. Тысячи погибших в Ливане, в Йемене, в Ираке. Ключевой фактор. Удастся ли Ирану реально заблокировать пролив? Нужна наземная операция, слишком дорого. Сценарий четвертый. Выживание режима и вынужденные переговоры. 15-25% такой сценарий вероятен. Что происходит? Новый верховный лидер Маджтаба Хаминеи, Лариджани или Арафи, выбор ассамблеи экспертов в ближайшие дни, недели. Иран наносит ощутимый ущерб, удары по базам США в заливе и Израилю. Мировое давление ООН, Европа, даже часть республиканцев США заставляет Трампа сесть за стол. Конец. Сделка. Иран сворачивает обогащение до 3,67%. Плюс инспекция. Обмен на снятие части санкций. Режим остается, но сильно ослаблен. Риски. Иран тайно сохраняет blackout time и 6-12 месяцев до бомбы. Внутренний распад Ирана 10-20%. Черный лебедь. Пятый сценарий. Что происходит? После убийства Хаминеи, Ахмадинежада, десятки генералов, фракции дерутся. Стражи Исламской революции, корпус стражей Исламской революции против реформистов, против этнических групп, курды, белуджи, арабы, хузестане. Гражданская война внутри. Конец. Иран раскалывается на зоны влияния, хаос на годы, как в Сирии, Ливии. Радикальные исламисты захватывают ядерный материал, уже не может проверить все события. Дополнительно наблюдатели не смогут проверить все события. Дополнительно важные факторы. Так, потери Соединенных Штатов. 4 убитых плюс friendly fire в Кувейте. Дружеский огонь. Если вырастут до десятков, давление в Конгрессе может возникнуть. Брент уже подорожал, то есть нефть подорожала на 8-10%, уже стоит 79-82 доллара. Ормуз это равен мировому кризису. Международная ситуация. Россия, Китай осуждают, но помощи мало пока. Европа прекратит огонь. Заявляет прекратить огонь. Ну, вот такая вот ситуация. Так, МАГАТЭ говорят, основные объекты не пострадали серьезно. Иран утверждает обратное. Говорят, что пострадали.
Самый реалистичный на сегодня по консенсусу экспертов смесь второго и третьего. Затяжные удары плюс региональная эскалация через прокси, но без полного закрытия Ормуза. Режим сильно ослаблен, но не рухнул за 72 часа. Для стрима говори, будем сейчас вот это все обсуждать. Когда идет ликвидация, а когда ждать ликвидацию Путина. Да, это самый интересный момент. Но знаешь, Лемонас, я так полагаю, что сейчас начнется ситуация, когда они будут все делать для того, чтобы Ирану помочь. Кстати говоря, тоже очень интересно будет снова наблюдать за тем, как 7 октября, когда произошло нападение на Израиль, тогда некоторые комментаторы, ну, вначале как бы винили Россию, а потом начали говорить, ну, арабы, не арабы даже, мусульмане, все мусульмане виноваты. Начали говорить некоторые комментаторы из Израиля, ну, вообще не из Израиля, чаще всего они были, они это российские евреи были, которые так говорили. Но сейчас мы видим открыто просто. И тогда 7 октября, и до 7 октября, и после 7 октября мы видели, как антисемитская, антиеврейская истерия нагнеталась из России. Сейчас это с новой силой Россия начала просто, ну, короче говоря, во всем винить евреев, Израиль и так далее. Поэтому посмотрим, как будет развиваться сейчас. Арабы, мусульмане получают также ракеты от Ирана, как и Израиль. Поэтому посмотрим. Может, как говорится, вот сейчас перестанут на всех мусульман гнать некоторые люди. И вообще, знаете, не может ни одна нация, ни один народ быть великим, если он является, ну, просто поголовно всех обвиняет и так далее. Поголовно. Даже тех, кто не виноват. Поэтому с этим это нужно будет пересмотреть. Ну или наблюдайте, смотрите. Все мусульмане молчат, некоторые мусульмане прямо поддерживают удары по Ирану. Иран бьет по мусульманским странам, которые являются союзниками Израиля и Соединенных Штатов. И Россия нагнетает истерию против Израиля, против Америки и так далее. Потому что Россия – это главный бенефициар сегодняшних вот этих событий. Они будут извлекать выгоду. Чем больше продлится эта война, чем больше будет убито американцев, израильтян, чем больше произойдет таких столкновений, тем больше, тем лучше для России. Это отвлечет внимание от Украины, об этом они мечтали. И сейчас, когда Россия завязла, увязла, и Украина держит за пятачок кабанчика, который пришел на украинскую землю, сейчас самое время нейтрализовать союзников России. И Россия сейчас будет применять все меры против Украины. Мы, конечно же, ни в коем случае не должны забывать, что Украина – это наш форпост, страна, которая держит вот это абсолютное беспримесное зло, прямо сдерживает его. И только благодаря Украине, великому украинскому народу, удалось свергнуть без проблем особых там режим в Сирии, хотя тоже как-то странно его свергли очень. Мадуро удалось взять, и сейчас события в Иране развиваются, ну и так далее, и так далее. Много что. Нагорный Карабах, Арцах, так называемый Нагорный Карабах, вот там все эти события развиваются. Тоже все это разрешилось благодаря силе духа, силе воинства украинского народа. И это надо не забывать. А то потом начинают рассказывать, что да, это, ну, само собой все произошло, само собой там Башар Асад сбежал, само собой там на Горном Карабахе все разрешилось и так далее. И сейчас в Иран влезли тоже сами с собой и так далее. Если бы не Украина, сейчас Россия помогала бы всем, что только возможно, в том числе солдатами. Хотя она будет и так делать больше, чем она может сделать, для того, что это очень важно. И всех евреев я попрошу запомнить, кто вот в этот острый момент начинает лить воду на мельницу врагов. И потом не забывайте это, когда потом все стабилизируется.
когда немножко стабилизируется, знаете, обещания, которые даются во время грозы, забываются в ясную погоду, так сказать. Поэтому прошу не забывать, даже если вам вот эти российские пропагандисты будут рассказывать, что во всем виноваты чеченцы, мусульмане там, и так далее, и так далее. Нет, мир построен не так, не так односложно, как нам пытаются представить. Это так, камень ваш огород, чтобы не забывали. Ну а теперь давайте по голосованию. У нас сейчас около 100 человек проголосовало. Быстрое падение режима, говорят, 22%. Затяжная борьба элит и силовиков 34%. Система устоит и перегруппируется 45%. Большинство склонны верить, считать, что вот именно такие будут события. Давайте будем наблюдать. Аслан, как ты думаешь, Путин кинет Иран, как он сделал с Каддафи, Саддамом и Башаром? Да, Ламанас, но он уже это сделал. Он уже кинул. Он уже всех оставил. Но из-под тишка им нужно, чтобы эта война продолжалась. Нужно, чтобы Израиль и американцы увязли в этой войне. Завязли, чтобы они там. И тогда у Америки не будет, у Израиля не будет лишних оружий, патронов, там, ракет для Украины, денег не будет и так далее. И это очень важно. Ну и еще сейчас очень опасный момент, когда они будут поднимать вот эти свои религиозные ячейки, которые есть, которых они зомбируют. Я вообще считаю, что главным вот этим религиозным оплотом зомбирования мусульман, хоть они и шииты, является Иран. Вот этот режим, иранский режим. У нас в Чечню они нам приносили вот эти свои фетвы под видом суннизма. Короче говоря, просто обман. Они сами не верят, видимо, в это. И просто они таким образом терроризируют. Вот смотрите, сколько у них вот хуситы, но в основном шииты. Но опять же возьмем Хамас. Хамас, ну там были, конечно, и христиане в Хамас были, и коммунисты были, и мусульмане были, сунниты. Так вот, вот этим суннитам фетвы писали из Ирана. То есть они их там подбивали, подготавливали и так далее. И это очень страшное дело, я вам скажу. Это чистый сатанизм. Чистый сатанизм. Использовать религию, использовать веру людей для вот этих страшных вещей, которые они делают. Поэтому я думаю, конечно же, он их кинет, он уже кинул их. Я думаю, Америка и Дональд Трамп уже, видимо, договорились по этому поводу с Путиным. Давай особо не лезь. И у России, ну, в принципе, и нету сил особо сейчас туда лезть. Поэтому вот как-то так, я думаю, ситуация будет развиваться. Но я думаю, я уверен, что они сделают все, чтобы эта война как можно дольше продолжилась. А наша задача, наш союзник, наш самый главный союзник, это иранская молодежь, иранское население, которое реально устало. И если мы будем говорить о том, что безопасность Израиля и Соединенных Штатов и свобода, демократический выбор иранского народа, это будет беспроигрышный вариант. Потому что, в принципе, это так и есть. Совпали интересы иранской молодежи, иранской демократической молодежи и американцев с израильтянами. Они не хотят, чтобы по ним прилетали ядерные бомбы или их шантажировали этими ядерными бомбами. А иранская молодежь хочет свободы, хочет развития и так далее, образования, благосостояния, всего остального. Поэтому мы должны поддерживать иранский народ, который хотел бы свергнуть это все. Да, и еще Китай тоже, ну, абсолютно согласен с вами, Китай тоже спонсор. Китай и Россия будут делать все, чтобы как можно дольше эта война продолжилась. Но наш союзник, опять же, иранский народ. Простая иранская молодежь, иранский народ. Вот мы должны ориентироваться на них, потому что одно дело наносить там за 2 дня 2500. Так, на секунду, когда бомбили Югославию, это продолжалось почти 3 месяца, 11, по-моему, недель это продолжалось, и было нанесено около 24 000 ударов. То есть почти за 3 месяца было нанесено 24 000 ударов. Ну, сколько это? Получается по 8 000 ракетных ударов в месяц, грубо говоря.
если так привести, там не 24 тысячи, там, если только ракеты, бомбы брать. То есть 8 тысяч за месяц. А сейчас американцы и израильтяне за 2 дня нанесли 2500 ударов. Но надо исходить из того, что Югославия в 10 раз меньше, чем Иран по населению. И, по-моему, если не ошибаюсь, там в 15 раз меньше Югославия, чем Иран по территории. Плюс горы, там подземные коммуникации, шахты, там скалы и все, пещеры, где иранцы хранят свое оружие. Поэтому это будет намного сложнее. И, наверное, в раз 10 или в 20 раз надо будет больше нанести ударов по Ирану, чтобы, как Слободан Милошевич, они сдались. Посмотрим, что из этого получится. Так, спасибо, Чертовка, спасибо тебе за подарки. Спасибо всем, друзья, кто мне здесь дарил подарки. Спасибо, спасибо, спасибо. Аятолла ждет Путина. Не то слово, да? Аятолла пораньше Путин отправил его, чтобы там ему подготовили. Ну, давайте почитаем в YouTube теперь ваши комментарии. От иранского народа и его молодежи ничего нельзя ожидать. Режим пропустил их через мясорубку. Азербайджан. Ну, я с вами согласен, Азербайджан, я полностью согласен. Я знаю, что такое режим, когда установлен у нас в данный момент во временно оккупированной Ичкерии. Такой режим установлен Россией. И Россия тотально все контролирует. И еще больше закручивает гайки. Разные эти чиновники, которые служат России, сейчас им гайки закручивают. Ну, вот такая ситуация. Поэтому мы знаем, что это такое. Но давайте исходить из того, что сейчас всего лишь 3 дня уже вот эта война идет. Она может, как утверждает Трамп, 4-5 недель, да, сколько там он сказал. И, ну, это месяц, 2, 3, 4 месяца можно бомбить спокойно. Если еще натовские войска вступят, потому что у нас здесь мобилизация тотальная. Швеция полностью мобилизует всех, Германия мобилизует, ну все страны, Франция, вся Европа мобилизуется. И да, можно сказать, все, мы перешли, так сказать, Рубикон, и у нас ситуация вот сейчас находится вот в этом состоянии. Когда будет все уничтожено, все до единого, я думаю, что некоторые представители КСИР, других силовых структур, они могут пойти на переговоры, на договорняк, скажем так, с США, с Израилем, и будем наблюдать. Пока рассчитывать, но все равно народ же выходил, сколько их убивали, их ведь там, по некоторым оценкам, до 7 тысяч их погибло сейчас в последний раз. Но пока ситуация остается такой. И Трамп сказал, пока находитесь в бомбоубежищах, как только мы закончим, выходите. Поэтому я полагаю, я как оптимист очень рассчитываю на то, что как можно быстрее это все закончится. Просто удары должны еще наноситься сокрушительно, и после этого народ должен выйти из бомбоубежищ и начать брать власть в свои руки. Будем наблюдать, будем наблюдать. Я думаю, подход у американцев всегда очень профессиональный. Даже вот к этой войне они так подготовились. Ну, просто вокруг Ирана нет никого, кто вот прямо мог бы помогать, там, поддерживать и так далее. Наоборот, все теперь союзники США и Израиля вокруг Ирана. И это очень долгая, тонкая, большая работа, которую провели американцы, израильтяне, и она должна принести свои плоды, я так полагаю. Посмотрим, будем наблюдать. Так, давайте я чуть-чуть... О, сколько вы тут комментариев написали. Друзья, я все это читать не буду. Вы мне, если что, повторите, пожалуйста. Дякую за підтримку України. Інна, слава Україні! Валейк салам, Джим Керри. Так, почему ты поддерживаешь войну Америку, а Россию хейтишь, говорит Дима?
Но я поддерживаю Америку, потому что Соединенные Штаты Америки это единственная страна, которая сегодня имеет силу и мощь и ценности, чтобы остановить вот этих взорвавшихся диктаторов. И я считаю, что Соединенные Штаты, построенные Джорджем Вашингтоном и его соратниками, на божественных началах и на справедливых началах. И я поэтому поддерживаю Соединенные Штаты. Понимаешь? Привет из Латвии. Приветствую, Алекс. Латвия, привет. Меня забанили в прошлый эфир за римское право. А ну-ка, повтори еще раз, может, мы тебя еще раз забаним. Так, скажи, за что тебя забанили? Так, какого это быть фашистом, говорит Анастасия. Но в зеркало Настя не смотрела? Глянь, и папу спроси своего. Он тебе подскажет. Так. Самое интересное, тут смотрел недавно одного российского деятеля, он рассказывает, какое вероломство, какая подлость, как это могли, шли переговоры туда-сюда. То, что имеют дело они с иранскими вот этими прохвостнями и фанатиками, которые людей за людей не считают, и пытаются обмануть или растянуть время, потянуть время, это как бы не учитывается. И сидят, рассказывают, как американцы так низко пали во время переговоров, так нанести удар. Джохар Дудаев, наш президент, разговаривал с российским депутатом Константином Боровым. И Константин Боровой не стал бы звонить, если бы ФСБ запрещало бы с ним общаться и выходить с ним на связь. Убили. Аслан Масхадов, президент Чеченской республики Ичкерия, позван на переговоры и вероломно, подло попытались взять плен. Он предпочел смерть плену. Понимаете? Когда Россия что-то рассказывает про какие-то человечность, про мораль, про права человека, человечность, у меня вызывает это просто, извините, пожалуйста, рвотный рефлекс у меня это вызывает. Какие же вы бесстыжие вообще. У вас есть вообще мораль, совесть, хоть капля? Я понимаю, что больше нет. Но сидят, рассказывают там, Америка это. А как с вами разговаривать? Как с вами разговаривать? Когда произошел Беслан, Масхадов приезжал туда, чтобы туда Беслан, Масхадов не приехал и не остановил эту бойню, сразу же начали штурм из огнеметов, сожгли детей. Своих детей. О чем вы, россияне, имеете право сказать? Вы взорвали, вы организовали у себя на территории, Дагестан ваш российский, это наша территория, но территориально, географически, сейчас политически, допустим, это ваша территория, Дагестан. Создали там специально анклав исламистов, ваххабистов, и потом начали их специально же уничтожать, чтобы пришли люди помочь. Предварительно договорившись с Басаевым о взаимовыручке, взаимопомощи. То есть своих же россиян, которых вы сами накрутили и потом сами же уничтожали. Но когда этого не получилось, из этого ничего, вы взорвали свои же дома, своих женщин, детей, спящих, стариков. Русские, вы вообще про мораль, про нравственность. У вас нету вообще места в приличном обществе разговаривать.
Понимаете? Выходить в интернет. Между собой вы можете поговорить, пахать там на кухне у себя. Сказать, какие все плохие, аморальные и безнравственные. Ну а в публичном пространстве выходить у вас нет места просто. Понимаете? О чем вы говорите? Вы взорвали своих женщин, детей и стариков, чтобы обвинить в этом нас, чеченцев. Понимаете? Вам нужно было, чтобы Басаев зашел в Дагестан, спасая вот эти Чабан-Махи и Карамахи. И таким образом сказать, на вас напала Чечня. То есть вот такая вот Чечня и ее там 100 бойцов, которые пришли туда, напала на вторую армию мира, ядерную державу, которая Европу там за 2 часа одним десантным полком возьмет. Понимаете? Вы вот это миру преподнесли. Мир вам не поверил. И мир сказал, вы что, долбанулись что ли? Чечня разрушена после Первой русско-чеченской войны. К вам туда пришли 100 человек, 100 добровольцев максимум. Может, чуть больше, чуть меньше. И вы говорите, на вас напали, вы смеетесь. И тогда Россия взорвала свои дома. В Буйнакске один, 69 или 64 убитых. В Москве 2 дома, Каширка и Печатники. Волгодонск подогнали. Это все сделали ваши спецслужбы. И в Рязани при попытке подрыва 5-го дома, а некоторые говорят 6-го, потому что в Москве должен был еще 3-й дом взорваться, но тоже его нашли, взрывчатку быстро, не стали афишировать. Но в Рязани с поличными поймали. С поличными. 2 мужчин и 1 женщину. 3 человека, которые звонили в ФСБ в Москву с этой квартиры на конспиративный номер ФСБ. И таким образом были местными рязанскими задержаны. Вы все это знаете. Ваша милиция, не чеченская милиция, не израильская, не американская не задерживала этих ФСБшников. Ваша рязанская милиция задержала их. И вы ничего не сделали по этому поводу. Понимаете? Вы пошли убивать чеченцев. Все вы, которые сидите и рассказываете там про какую-то нравственность, про какие-то права и так далее. Путин сидит, что-то визжит, да, и понимает, что он следующий. Я надеюсь, если он уже не договорился и собирается сбежать куда-то. Спасибо, всем спасибо, чертовка, спасибо большое. Так, напоминаю, так называемая Россия — это фашистская террористическая организация, напоминает вам Джим Керри, так, чтобы вы не забывали. Россия фашистская, Российская Федерация, РФ, Россия фашистская. Так. Доброй ночи, дорогие наши чеченцы, ночи. Георг, приветствую тебя. Доброй тебе. Так, давайте еще перемотаю. Вам конец, я не буду показывать этот комментарий, он скрыт, и он пишет один чувак. Вам конец, украинцы, ну как они называют украинцев, тут он написал. Сейчас Иран вам покажет, почем в Одессе рубероид, понимаете? Вторая армия мира, которая за 3 дня взяла Киев 33 раза, а теперь она грозится иранцами вам, украинцы, понимаете? Вот они вам покажут. Вот эти не смогли. Они почему не смогли? Ну, потому что там Запад помогал, там, потом за украинцев наемники все воюют, понимаете? У нас тоже они все рассказывали. Вот сплошь одни арабы, все какие-то там у нас за нас воевали. Там 2-3 араба за все время, может, 5 арабов всего было. И то это были какие-то непонятные там люди, которые, в принципе, сами не воевали. И нам рассказывали каждый день по российскому телевидению, чеченские террористы уже дома сидят, а за них воюют арабы, там чернокожие со всего мира приехали, литовские
латышские снайперши приехали, представляете, украинские бандеровцы приехали, УНСО страшное приехало за нас. А чеченцы лежат, бамбук курят в гамаке, короче, что им за них воюют, пусть воюют. И сейчас украинцы тоже сидят, ничего не делают. И вот если бы не они, конечно, не наемники, они бы вас победили бы, украинцы. Но теперь все, берегитесь. Теперь вот Иран вам покажет. Вторая армия в мире не смогла вам показать, кроме, не буду выражаться, и вот они теперь, короче говоря, все теперь хана точно. Хана точно. А чего они раньше не показывали? И причем здесь Украина вообще к Ирану. Иран и так помогает с первых дней убивать украинцев. С первых дней помогает. С 2014 года они помогают им. Это два союзника близких были. Так. За 4 года не смогли даже половину Донбасса. По-моему, Иркин, они взяли, вот первое, зашли то, что взяли, и после этого 1%, по-моему, они взяли. Вот за все это время 1 миллион человек положили, миллион. Это сколько надо тогда? Ну, так если пойдет, 100 миллионов нужно. Тогда женщин, детей, стариков, всех им надо будет мобилизовывать, потому что не хватит. Всего россиян 90 миллионов, около того. Ну, из них, может, мужчин 30 миллионов наберется, да, кого можно мобилизовать. Ну, наверное, так, может, 40, наверное, 30. Ну, так, ничего, так, нормально. 30, если это сколько, если миллион за 4 года, ой, это много еще, наверное, лет 50 придется, чтобы нормально покромсать эту. Так, девочки к нам пожаловали. Давайте посмотрим, какие у нас тут голосования. 236 человек проголосовало. Быстрое падение режима. Каков сценарий развития ситуации в Иране? Быстрое падение 25%, затяжная борьба элит и силовиков 29%, система устоит и перегруппируется 46%. Друзья, если обычно к нам здесь заходят эти разные всякие российские троллятины, как вы видите, там для нас специально целую фабрику на нас выделяют. И они голосуют тоже. Поэтому вы присоединяйтесь, тоже голосуйте, тот, кто не является троллятиной. Так. Так, ты поддерживаешь американцев, говорит Кайфарик. Кайфарик, может, тебе не надо много кайфовать? Было бы странно, да, если у меня сзади висел бы американский, английский, немецкий флаг, и я говорю, не, я не поддерживаю. Может, ты перекайфовал, Кайфарик, а? Рамадан, чуть-чуть тормозни его. Так. Я голосовал, к сожалению, что устоит. Вы же видите, что происходит в Германии. Леваки, исламисты совсем. Ну, причем здесь леваки и исламисты. И если честно, я в Германии исламистов не вижу особо, чтобы здесь какие-то там исламисты ходят толпом, кого-то всех там гасят там и так далее.
Мне кажется, эта проблема немножечко преувеличена, скажем так. Я считаю, что большую угрозу представляют российские агенты здесь, которые, кстати говоря, могут выступать и под исламистским флагом. Понимаете? Потому что именно Россия всегда так поступает. Очень часто она совершает какие-то теракты под флагом исламистов, под чужим флагом. Поэтому я не вижу здесь такой проблемы. С леваками я особо не знаю, не слежу за ситуацией. Они тоже есть. Но это не проблема. Проблема, по крайней мере, не первая проблема. Проблема номер один – это фашистская Россия и ее агентура, которая здесь чувствует себя, ну, сейчас, конечно, не как у себя дома, но пока из-под коряги выглядывает и люто нас всех ненавидят. И в любой момент сделают пакость, если поймут, что им это сойдет с рук. Слава богу, они трусливые, по большей части. Но есть и агентура, и ГРУ, там, ФСБ, которые по заданию здесь готовятся к диверсиям, проводят диверсии, проводили диверсии. Правда, сейчас пока немножко задушили эту заразу. Сейчас пока ее не слышно, немцы, если берутся, то очень серьезно берутся. Так сказать, deutsche Qualität, немецкое качество во всем, так сказать. Поэтому посмотрим. Посмотрим. Ситуация интересная. Но, в принципе, я сам был не то, чтобы я призывал к войне, не призывал вообще к войне против Ирана. Знал, что, скорее всего, она неизбежна. Тлела надежда, что ее не будет, этой войны, там, что договорятся, там, Иран откажется от своей ядерной программы там, и так далее, и так далее. Потому что это коснется наш Кавказ, в первую очередь. И мы, чеченцы, которые находимся в заложниках у фашистской России, будем первыми бросаться, как ненужные такие, знаете, как в детдоме самый нелюбимый ребенок какой-нибудь, которого бросают во все тяжкие. Вот так же Россия использует нас. Поэтому в этом смысле я этого боялся. Но, к сожалению, это произошло. Но раз произошло, теперь надо попробовать минимизировать удар, который может прийтись по Кавказу, ну и по Европе в целом. Будем работать над этим, будем работать, просвещать людей. И призываю еще раз с большим уважением к древней культуре иранского народа, к иранцам, демократическим иранцам, которые не угрожают Израилю, не угрожают США, не угрожают людям, не хотят дружить с фашистской Россией. Вот этих людей много на самом деле, здесь в Европе много. Иранцы уходят, поддерживают удары по вот этим тиранам, которые захватили власть. И будем надеяться, что быстрее разрешится. И мы, наша правозащитная ассоциация, мы готовы любую поддержку оказать иранским людям, иранским гражданам, чтобы поддержать их в этой ситуации. Так что, Иран, держись. Так. Скоро тебе переобуваться придется. Ташкент. Ташкент, я же не переубиваю, не переобуваюсь. Я уже, все уже. Моя обувь уже приросла к моим ногам. Я умру с этим. А мне жаль тебя, Таир. Жаль, очень жаль. Так, в Берлине за прошлый год задержали 3 раза террористов Хамас, и только потому, что Моссад их нашел. На ЦДФ немецкий канал работал террорист Хамас. Были уже теракты в синагоге в Берлине в 25-м. Так что, да, было это все, было, задержание было, но 3 человека, ну, во-первых, не было произведено ни одного теракта. В прошлом году был задержан молодой чеченец, 18 лет, ребенок фактически, который готовил нападение на израильское посольство. И я об этом писал, мы об этом делали видео, делали стрим, делали, и тексты я писал на эту тему. 2 человека, которые с ним были, они не чеченцы, россияне. И одновременно с этим я проследил связь, что куда они уехали в Африку, где находится Вагнер.
И затем во временно оккупированной Ичкерии, на России, там, они начали, там, когда этого чеченца молодого задержали здесь, начали там израильский флаг там под машину класть, там колеса, ну, проезжать по нему, там пробуксовки делать и так далее. И, конечно же, это тоже говорит о том, что это не чеченцы делают, а делают россияне, которые зомбируют под этой религиозной вот этой темой, зомбируют молодых ребят. И вот мы с этим как раз боремся. Мы объясняем нашей молодежи, хотя нас на России запретили, мне YouTube только недавно включил монетизацию, давили там канал со всех сторон. Вроде демократ, вроде бы говорю правильные вещи, а все исламисты, ну в кавычках, это ГГБшные все симулякры, которые здесь блогеры, они их не запрещают, ни на России, ни YouTube им ни проблем не создает. А тут нас гасили со всех сторон. Но сейчас ситуация, слава богу, поменялась во всех смыслах. И в Германии поменялось отношение по многим пунктам. И в Ютубе поменялось. Поэтому все нормально, все меняется. Но исламистов здесь нет в таком количестве, как нам пытаются представить. Да, они могут совершить какие-то теракты и так далее, но не ведется работа. Не ведется работа, информационная работа, разъяснительная работа не ведется. Поэтому вот так. А так нужно бояться не 18-летнего чеченца, которого оболванили. Да, он, конечно, представляет угрозу, если он уже вышел на этот путь, его нужно остановить. А нужно стоять тех, кто за ним стоит, кто его на это надоумивает, кто его подталкивает к этому. Вот нужно бояться и говорить. Но когда 7 октября произошли события, вначале был такой всплеск быстрый, эмоции прям высказались, про Россия, Россия, Иран, Россия стоит за Хамас. А потом только мусульмане. Только вот ты слышишь, ты думаешь, это что за бред такой? Знаете, почему это напоминает мне? Когда на нас напала Россия, она нас уничтожает, и нам Россия подменяет через арабов, мусульман, там разных наших таких защитников, помощников, на словах, конечно же. И они нам рассказывают о том, что на нас не Россия, оказывается, более 3 веков напала и нас уничтожает в век, совершая по 2 геноцида над нашим народом, полностью пытаясь нас истребить. Не говоря уже все остальное время, она нас пытается переделать полностью. Понимаете, что не Россия на нас напала, а кафиры напали, христиане на нас напали. То есть сатанистская Россия веками нас уничтожает, а нам рассказывают фетвы разные, не выходите на митинги, это кафирская штука, вы не должны на митинги выходить, там нам вот такие вот сказки рассказывают. И потом рассказывают, что все виноваты, а в принципе все виноваты. Только не христиане и там все не мусульмане виноваты, а все, и мусульмане, и христиане, и иудеи, и буддисты, и каратисты, все виноваты. Потому что закрыли глаза, широко открыв их, закрыли и не видели уничтожения целого народа. И соглашались, что чеченцы террористы. Понимаете? И это легко ложилось на сердце чеченцев, когда им рассказывают, их реально убивают каждый. Вся республика превращена в сплошной концлагерь. Полностью вся республика уничтожается. Весь мир делает вид, озабачивается, озаботились они. Вон Клинтон озаботился, пока там на острове Эпштейне там в платье женское переодевался. Там он озаботился, другой где-то о чем-то озаботился. А чеченский народ истребляют. И нам рассказывают наши братья, мусульмане из арабских стран, так на вас ведь напали не русские, не сатанисты с Богом, с пророком Лениным и с Богом сатаной. Понимаете? На вас напали американцы, на вас напали немцы, на вас напали евреи, на вас все остальные напали. И вот я вижу ситуацию, евреям такую же тему подсовывают. Так на вас напали не ваши братья-семиты, двоюродные братья, скажем прямо, и которые не все мусульмане там были, и коммунисты были, и христиане там есть, разные там есть, которые поддерживают вот это уничтожение Израиля и так далее, вот эту идеологию. Так вот, напали не они, которым помогали религиозно, идеологически Иран, а Россия, деньги и оружие. Так на вас все мусульмане напали. И они как раз, они это поддерживают сами, кто нападает. Они говорят, мы нападаем за наводнение Алякса.
Сразу религиозный такой подтекст. Значит, зашли, убили женщин, детей, которые находятся в другом конце от Алякса. А виноваты, значит, все мусульмане должны в этом поддержать их. И вот эти манипуляции применяются сейчас к евреям. И это делают люди, которые говорят на русском языке, из России евреи, прямо, ну, один раз скажи, два раза скажи, да, не любишь, фашисты. Любую религию, любую нацию, если вы не любите, просто из-за того, что такая нация и религия, вы фашист. Значит, вы являетесь идеологически просто, ну, недоразвитым человеком просто. Вы не доросли еще до уровня, когда вы не можете различить, что не может быть там вся нация или вся религия быть хорошей, плохой. Но я понимаю, во время там угрозы туда-сюда, вот в этот момент этот нарратив навязывается. Вот мусульмане сидят, мусульмане. Ну посмотрите сейчас, где мусульмане? Всех мусульман бомбят, мусульмане поддерживают Израиль, США, а Россия самая нагнетает ситуацию. И об этом не будут говорить. Забудут. Вот эти пропагандисты, российские евреи, российские россияне, там русские россияне, они забудут потом про это. Они потом скажут, ну нет, этого не было, не говорили. А вот именно сейчас, когда вот идет нагнетание, подливают масло в огонь, вся российская пропаганда просто взорвалась она. 7 октября она в 23 году также взорвалась. И вот сейчас она также взорвалась. И это будет еще больше происходить. А потом плавно, конечно, война перейдет. Израиль, Америка могут отойти, если они наземную операцию не будут проводить. И она останется Азербайджану, Турции, Ираку, кому там еще, Афганистану, может, останется, курдам останется. Вот так это все начнется. И потом скажут, ой, мусульмане дикари, вот убивают друг друга. Только какое отношение Аятолла Хамини и этот его фашистский режим имеет к исламу, как таковому, шиитскому, суннитскому? Я что-то сомневаюсь, я не вижу там никакой там связи между ними. Поэтому эти вещи нужно понимать и различать. Если мы на самом деле являемся нормальными людьми, не людьми, которые преследуют свои интересы и люто друг друга ненавидят, а сами лицемерят, говоря, да, и так далее. Давай до конца будем честными. Мы чеченцы, вы все до единого на этой земле нас оставили один на один с этим людоедом. Не просто один на один, вы помогали этому людоеду. Только лишь за то, что сейчас делает Украина. Вот Украина отстаивает свою территорию, свою культуру, свою свободу, свою независимость. Вот это мы только это делали. Джохар Дудаева вы все знали, все любили, гордились им, до сих пор его в пример приводят. И тут, оказывается, все потом резко стали какими-то исламистами, какими-то врагами всего через. А почему? А потому что у России нефть была, и у России было ядерное оружие. Понимаете, кнут и пряник такой. Ну, что мы будем сейчас из-за этих чеченцев будем еще тут с Россией ругаться? Не будем. Не будете? Получите нападение в 2014 году на Украину. Получите в 2008 году нападение на Грузию. Получите в 2023 году получение на Израиль. Вот что бывает, если чьи-то права не соблюдать и считать, что обойдется. Пускай. Да ладно, черт с ними. Оно потом к тебе в дом приходит. Это зло. Потому что ты его не остановил там, когда ты мог словом просто его остановить. Не надо было ни танки, ни оружия, ни жизни своих людей. Вот такие вот дела, друзья. Давайте еще ваши комментарии немножко почитаем. Убитые дети в Тегеране тоже террористы? Нет, конечно. Я вообще считаю, что убитые дети, я вполне допускаю, что это может быть там и ошибка, во-первых. Во-вторых, знаешь, мне первое, что пришло в голову, иранская разведка же работает. Скорее всего, иранская разведка, не иранская разведка, а иранские агенты Израиля и США, которые давали наводку, да, где что находится, наверное, они могли, например, дать такие координаты, где находится школа. Вот чтобы по ней ударили. Могла просто ошибка произойти в расчетах, просто применить. С другой стороны, еще есть вариант, что иранцы сами могли ударить. Таким образом, чтобы сказать, смотрите, а то слишком какие-то благородные американцы получаются. Не бьют, как русские, по жилым домам,
Да, не бьют. Бьют по штабам, по самым во всем, ну, как положено ведут войну, соблюдая правила и обычаи ведения войны, которые закреплены в международном праве, общепринятые правила. Понимаете? И в такой ситуации очень удобно, когда попадут по детской школе и убьют детей, и сказать, ну смотрите, они же не бьют по там, по этим только военным объектам, политическим объектам, то есть по комбатантам, а бьют по этому. Это очень удобно, так сказать. Поэтому я, исходя из того, что в том же секторе Газа было, когда только-только начались, помните, из больницы прилетела ракета и прямо, ну, как будто она была израильская, а потом на видео, потом доказали, подтвердили 150 раз, что это была хамасовская ракета, которая взлетела и упала на парковке перед больницей, или на парковке у больницы. И там несколько человек погибло, может десяток человек погибло, ну там 100, 500, 1000 раздувалось. Я просто об этом писал тексты, я тогда сам проводил свое расследование и выявил тогда, что это все-таки была не израильская ракета. Поэтому здесь тоже, пока у нас информации нет, все перекрыто, доступа к интернету у них там тоже очень ограничен, там, как говорят, 1% всего. Поэтому пока мы не знаем. Ну, конечно же, дети, никто, ни евреи, ни американцы, ни чеченцы, никто не имеет права убивать некомбатантов на войне. Понимаете? Это преступление. Если это они сделали умышленно, я это исключаю полностью. Если они сделали неумышленно, это тоже является нарушением, которое нужно избегать. Я так считаю. Конечно, не является. Вот, ну, для того, чтобы ты сейчас мог зайти и сказать, что дети террористы, вот именно для этого это могло быть сделано. Понимаешь? Ты не чеченец, говорит. Ну, хочешь проверить, чеченец или нет? Давай ДНК сделаем. Путиноиды до сих пор не понимают, что иранцы против Хаменеи, против КСИР, а не против США и Израиля. Да, не понимают. Это для них самый страшный кошмар. Понимаешь? Если сейчас будут бить по России, Иран ведь 3 дня продержался. Ну, Трамп планирует бить дольше. Может, продержится дольше. А Россия не продержится дольше. Вот Россия, знаете, все, что Россия говорит на других, если она говорит это нацисты, на украинцев, значит, они сами нацисты. Если они на чеченцев говорят террористы, то значит, они сами террористы. Это всегда подтверждается. И вот если они говорят, Киев возьмут за 3 дня, это значит, приблизительно за 3 дня можно взять Москву. И если такие удары будут наноситься, как наносились по Югославии, как наносятся сейчас по Ирану, будут наноситься по Москве, и Санкт-Петербургу, и еще там каким-нибудь большим городам, то я уверен, что очень-очень быстро Россия капитулирует. Россия разделится. Она намного слабее в этом плане, потому что идеологически, духовно ее ничего не связывает. У тех-то какая-то своя фанатическая какая-то идея связывает, основанная на религии, а это очень серьезно. Хоть она и ответвление, и искажение, радикализация их религии, но все равно это основано на религии. И фанатики есть фанатики. Так, у русских этого нет, у россиян. Их ничего не связывает. Кроме КГБ, которая им голову отрубает и сажает в тюрьмы, или кувалдой голову им разбивает. Либо деньги. Страх и деньги. Вот все, что объединяет Россию. Я думаю, что Россия еще быстрее пойдет. Будем наблюдать, пока падет Иран. Не знаем, когда он падет. Может, это затянется на годы, как в Сирии. Но, может, будем рассчитывать, будем надеяться и делать все возможное, чтобы это быстрее все разрешилось. Баркалон, дейре свой кавказычкерия. Да, побегут как мыши. 100%, Кирилл, побегут еще как. Почему такая атака кремлеботов идет в интернете на Казахстан?
Не знаю, Мурат, я не знаю. Идет, да? Не знаю, значит, что-то готовится. Чему-то готовится, значит. Чему-то готовится. Так. Напоминаю, могучий совок с легкостью развалился. Но он не развалился, Джим Керри. Его развалили искусственно, сами КГБшники. То есть под контролем все это произошло. Не было развала. И я боюсь, что сейчас к этому сейчас и готовятся. Сейчас вот этих КГБшников, хороших имперцев, которые здесь в ПАСЕ принимают, они сперва одну сволочь скормили на груди у себя, и потом она начала нас всех и поедать, а их покусывать. И сейчас они снова вот эту сволочь КГБшную, вот эту всю в ПАСЕ собирают и снова начинают с ними заигрывать. И вот потом смотрите на этот Запад. Давайте потом Америку винить, она во всем виновата. А что делает Европа, посмотрите. Европа, она так завязла с этой КГБ, это Европа, что она не хочет отпускать их. Вот из всех, ну, кого я знаю, там половина КГБшники, там стукачи и как их там, комсомольские вожаки там собрались, в ПАСЕ собрали. Хотя их, конечно, у них работа шныревская, что их так зазывают, дают им площадку, им место дают, чтобы выслушать. Просто они готовятся, их там в ПАСЕ приглашают, давай рассказывай. И этот отчитывается. Но все равно гибнюков собрали. Ну, наверное, удобные собеседники. Удобные собеседники. Нормальные, независимые россияне, которые боролись бы за права, им не интересно. Наверное, так. Одобряем развал фашистской России от ФСБшников к КГБшников. Никто не против. Все, договорились. Это самое главное. Так. Асан, заблокируй, пожалуйста, этот мусор с ботафермы в чате. Ну ладно. Заблокируем тогда. А то они реально не дают мне почитать комментарии. Так, як справа, говорит. Игорь, а ты еще что, не на СВО, что ли? Давай быстро на СВО побежал. У тебя вон, смотри, Иран уже пылает, а вы всех победили, уже Европу захватили. А что-то пошло не так. Привет, Мадина, привет. А что такая? Ты какая-то слишком добрая ко мне, Мадина. Подозрительно, да. А рядом со школой находится база КСИР, пишут оппозиционные иракские СМИ. Вполне возможно, иранские СМИ. Вполне возможно и так, да. Ну и не просто так, что вот как они рассказывают, да, что специально ударили. Ну какой смысл, нанося такой сокрушительный удар по Ирану, бить по какой-то школе и брать на себя вот эти детские трупы? Ну просто нелогично, абсолютно нелогично. Россия бы, да, она била бы не по главному зданию, а била по детскому саду, по больницам, по школам, по роддомам. Это да, это по-российски, это по-русски. Это не умеют. А вот так больше не бьют. Возможно ли благодаря активности лахтинских ботов поднимается рейтинг канала? Да, Джим Керри, я думаю, из-за этого они, ну, конечно, сюда заходят, и мне кажется, из-за этого у меня просмотров больше бывает. Потому что когда у меня нет стрима, мой канал на России найти нельзя, он запрещен на территории фашистской России. Вот такой вот у нас канал, он даже не хочет посещать, да, фашистскую русню,
И поэтому, когда только идет стрим, нас видно, у нас, когда заходишь в это время, можно найти наш канал. Поэтому вот такая ситуация. Мы как Радио Свобода в советское время или Голос Америки. Так что, или Deutsche Welle, немецкая волна. Поэтому, если что, да, немецкая реальность, Deutsche Reality, заходите, да. Полтава, Украина. Так, приветствую, Полтава. Асан, я побывал на дагестанских каналах в Телеграме. Какой-то ФСБшный шлак, а не каналы. Радуются, как иранцы обстреливают американские и израильские базы. Так топят за Иран. Ну, скажем так, конечно же, все, кто вот это все пишет, вот это все распространяет, это российские военные, военные и ФСБ. Ну, и их родственники, их семьи, там, их агенты там, и так далее. В основном. Ну и, конечно, сейчас Америка же враг, Америка, Израиль, это, ну, они всегда были врагами. И вот почему российские евреи, например, которые там занимают какие-то высокие посты, они должны быть, знаете, морально сломленными. Это ты и чеченцев то же самое касается. Там, главный русский имперец, русский, там, великий русский и так далее. А Израиль, то есть еврей, который хочет свое государство, или чеченец, который хочет свою Ичкерию, они являются автоматически врагами. И вот такая вот ненависть к чеченцам, к евреям, ну и, конечно, сейчас к украинцам, американцам само. Ну, американцев, наверное, вы сами это знаете, тот, кто живет в России, у них отношение как у сатаны к Богу. Боятся, пакостят, но открыто против Бога выступить боятся. И пакостят где-то там из-под тишка, там кого-нибудь собьют с пути, как бес. Но сами прямо боятся против Америки. Но люто ненавидят. Люто ненавидят. Поэтому кто что, вот они там сидят, там рассказывают, в основном это, ну, пропаганда и вот их каналы, их каналы. Сейчас рассказывают что-то там, ТикТок блокируют, ТикТоку не дают там, что-то там туда-сюда. Ну, это же бред. Бред. Не могут заблокировать ТикТок. Они могут не только ТикТок заблокировать, они могут этого Дурова привести и повесить его вниз головой в прямом эфире, он будет гимн России петь им, рассказывать. И все, что есть в ТикТок, это ТикТок, говорю, Телеграм, будет лежит прямо на ФСБшных серверах. Так, ты за себя отвечай. Так, ты чей агент? Говорит, Алекс, я ничей не агент, я чеченец. Мы свободные люди. За всех говорить не есть хорошо. Да я бы не говорил бы за тебя с твоим каким-то непонятным ником. Я бы не говорил бы за тебя. Просто вас же нету. Вы все где-то попрятались, там, джихад делаете где-то там у себя в укрытии, да, в подпольном укрытии. А я вот обычный человек, сижу, рассказываю правду чеченцам, потому что нету же больше вас, Леон. Вы воины Аллаха, в кавычках, конечно, где-то там сидите, где-то у себя там под партой, Леон. А я нет, я вот могу, что могу, то делаю. Спасибо за стрим, за правду. Алхамдулилlah, Ичкерия будет свободной, независимой государством. Дай Ал-Мула, Джим Керри, дай Ал-Мула. Оскорбляют, проклинают евреев, американцев и их не блочат. Если что-то в защиту Израиля, США, то блочат. Ну вот, понятное дело. Дагестан низкий уровень жизни, там идут на войну Украину за 210 тысяч, а их волнует Иран, Палестина. Да, совершенно верно. И специально довели до этого нищенского состояния, чтобы потом брать их на войну. И точно не то, что работы нет, это тоже этого не хватает. Нету образовательных учреждений, ничего нет. Развлекательные, в Дагестане они есть, развлекательные спортзалы, мечети. Вот все, что от тебя требуется. Либо идешь в мечеть,
и там тебе мозги промывают, потом ты в спортзал потренировался и на СВО. Либо идешь в клуб, там выпиваешь, то же самое, и потом идешь на СВО, короче. Вот так вот. Мы туркмены, мы мусульмане. Какой националист ты? Какой национальности ты? Я чеченец, Хаис, 86. Я чеченец. Большим уважением отношусь к туркменам. Еще вопросы есть? Так, Дагестан, низкий полуправда хуже, чем ложь. Да, совершенно верно. Чем откровенная ложь, полуправда хуже. Согласен с тобой. Меня вообще удивляют северокавказцы. Говорят, палестинские дети оккупации, а сами 4 года идут убивать людей в Украине. Да. Вот такая вот интересная. Так, вам новость свежая. Deutsche Welle. Китай формирует альянс против США после их атаки Ирана. Пекин решительно осудил атаки Израиля и США на Иран и убийство иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В МИД КНР назвали произошедшее вопиющим и серьезнейшим нарушением суверенитета. Ой, боже мой, неужели это в первый раз? Китайцы ли? После американских и израильских ударов, начавшихся 28 февраля, Тегеран приостановил судоходство через Ормузский пролив, один из важнейших транспортных маршрутов мировой торговли нефтью. Из 20 миллионов баррелей нефти, ежедневно перевозимых по данному маршруту, половина отправляется испытывающий острую потребность в энергоносителях Китай. По разным оценкам, 90% иранской нефти экспортируется в КНР. С апреля 2025 года расчеты на закупаемую иранскую нефть производятся в юанях из-за исключения Ирана из международной платежной системы SWIFT. Иран и Китай также имеют тесные связи на политическом уровне. С 2023 года Тегеран вводит в Шанхайскую организацию сотрудничества ШОС альянс в сфере безопасности, возглавляемый КНР и Россией. С 2024 года в БРИКС плюс группу, которая объединяет крупнейшие развивающие экономики мира. Пекин уже обвинял США в действиях по закону джунглей, согласно которому дипломатия выглядит как в дикой природе, а при необходимости произвольно с применением бомб и ракет. Удары США и Израиля по Ирану, по мнению наблюдателей, дают Китаю возможность подогреть антиамериканские настроения и так поставить под сомнение претензии Вашингтона на глобальное лидерство. Вот такая вот ситуация интереснейшая. Ведущий CNN Джейк Таппер сообщил, что только что говорил с президентом Трампом. По словам Таппера, Трамп заявил ему: «Мы выбиваем из них все дерьмо. Думаю, все идет очень хорошо. Мы еще даже не начали воевать по-настоящему. Большая волна даже не началась. Самая большая скоро». Господи, благослови Америку. Министр обороны США Пит Хексет заявил сегодня, что эта война ведется не для смены режима в Иране. Видео Reuters, разрушение после ударов по Тегерану. И вот я смотрю сейчас кадры. Ну, разрушение, конечно, не скажешь, что на Мариуполь похож или на Грозный после российских бомбардировок. Но разрушения серьезные. Серьезные. Медведев Димка считает, что США боятся Россию. Да, он сделал такой вывод после того, как США атаковали Иран, союзника России, и убили его верховного лидера.
Вот такой вот Димка покемончик. Ну а что ж, нужно что-то сказать, правильно? Не будут же они говорить, что они боятся, как сатана Бога, Америку. Они же не будут это говорить. Баркал, Баркал. Президент США Дональд Трамп в понедельник сделал заявление о продолжении военной операции. Уже сейчас мы значительно опережаем наши временные прогнозы, сказал Трамп. Он подчеркнул, что США будут продолжать операцию независимо от того, сколько времени это займет и каких ресурсов потребуется. С самого начала мы предполагали 4-5 недель, но у нас есть возможности продолжать гораздо дольше, заявил американский президент. Вот такая вот ситуация, друзья. Рыжий красавчик. Так, сейчас, подождите, тоже включу. Рыжий красавчик. Да. Интересное кино, конечно, получается. Интересно. Еще известно стало, что в своей квартире в Москве покончил с собой, как говорят, экс-кандидат в президенты России и близкий друг Кадырова Умар Джабраилов. Ну, как тут пишут. Не знаю, насколько он близкий был. Собственно говоря, к этому все и шло. Короче говоря, давайте дальше зачитаю полностью, чтобы здесь информация, которую здесь выложил. Сергей Канев об этом пишет. Купил себе здание, когда-то Умар был влиятельной фигурой. Купил себе здание академика и кресло в Совет Федерации, входил в партию жуликов и воров, торговал нефтью, спонсировал художников, крутил романы с Ксюшей Собчак, Шерон Стоун, Наоми Кэмпбелл. У него была своя банда, которая по заказу выбивала долги, себе брал 25% от долга. Руководил коллекторами офицер ФСБ Рустам Агаев на фото. Будучи в Москве, Сергей расследовал деятельность этих бандитов в погонах, связывался с Агаевым, но он заявил, что только охраняет Джабраилова и с криминалом никак не связан. Типа белый пушист. Через 2 месяца чекиста Агаева и 5 бандитов задержали за вымогательство 2 миллионов баксов у супруги экс-сенатора Михаила Капуры. Первый звоночек прозвенел в августе 2017-го, когда обкуренный Джабраил открыл стрельбу Four Seasons. Тогда его исключили из Единой России, оштрафовали на 500 тысяч рублей. В апреле 2020 года, нанюхавшись кокса, экс-кандидат президента совершил попытку самоубийства, но его спасли. Теперь не успели. Вот такой вот интересный чувак получается, да. Интереснейший чувак. Ну что сказать. Не стало
В Израиле это как раз таки понимают, в Израиле это как раз таки понимают все. Чего конкретно чертовка, о чем мы сейчас... Так, друзья, время нашего эфира подходит к концу. Бои продолжаются. Ну и я думаю, на этом мы закончим наш сегодняшний стрим. Спасибо вам, друзья, что смотрите и поддерживаете. Подведем итог нашего голосования. Проголосовало 400 ровно человек на данный момент. Каков сценарий развития ситуации в Иране? Быстрое падение режима 25%, затяжная борьба элит и силовиков 26%, и система устоит и перегруппируется 49%. Почти половина. Половина за то, что система устоит, считает. Я считаю, что произойдет, я надеюсь, я так не могу сказать, что у меня есть объективные доказательства этого, просто надеюсь, что произойдет быстро. Поэтому я проголосовал по первому пункту — быстрое падение режима. На этом наш стрим сегодняшний заканчивается, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. И как обычно, все будет Ичкерия, ам ночи, ам динду, хираду, ам Ичкерия хай. Слава Украине, ам Израиль хай. God bless the United States of America and Germany. Дерес хушун масана далт ай берт кивел ночи вай цанна юки моуз дейтлаш. Провокации, вен исмек шушун. Дал алш дуэль ночи ам. Али кивел маш ойл. Всего хорошего, до завтра, друзья. До свидания.